Представники Росії, України, Молдови, Литви, Германії, Ізраїля, Болгарії. Усього звыш 350 гостей з 18 країн світу. Упершыню сярод удзельнікаў представники Індії і Гвінеї. Сёлета форум аб'яднаў 5 асноўных накірункаў – IT, промысловость, логистика, социальная сфера и туризм. Мы фактор международного сотрудничества, нашего межрегионального сотрудничества, используем как элемент диверсификации нашего экспорта, наших экономических отношений. Уменьшаем риски моноэкспорта, понимаете? Это очень важно. И постепенно география этих стран увеличивается. Брест торгует практически сейчас с 80 государствами мира. Сфера высоких технологий – одна из приоритетных. На выставе новинки робототехники, распрацоўкі ў галіне 3D-друку и информационных систем. У нас здесь несколько разработок представляется, в частности, на текущий момент две. Первая – это республиканская система «Донор». Вот ее открытое решение. И вторая система – это система предрейсового осмотра водителей. Она, в принципе, не только годится для водителей, для любых специальностей, где требуется предварительный осмотр перед началом работы. Удзельники форума упэўнены, Брест – паўнавартасны рэгіянальны лидер инноваций. На форуме подписано погоднение об створении IT-кластера. В чем суть? Это добровольное образование, которое предполагает, что Брест уже дорос до уровня, скажем так, нельзя сказать, что это IT-столица. Все-таки есть Минск, который более крупный в сфере IT, но мы действительно один из региональных лидеров. Наша задача – объединять университет, крупные компании, заказчиков, и чтобы эта система развивалась в Бресте, не только в целом по Беларуси, но в Бресте в том числе акцентировано. Усяго падчас форуму было падпісана звыш 20 пагадненняў, сярод іх дамовы паміж брэсцкім аддзяленнем Беларускай гандлёва-прамысловай палаты і Прэшаўскай абласной гандлёва-прамысловай палаты Словакии. Сярод інтарэсаў гостей – IT-сфера и сельская господарка. Наш цель познакомить предпринимателей Словакии. Это Восточная Словакия, потому что регион Прешова – это Восточная Словакия. С людьми, с компаниями в регионе Брест. Я думаю, что это может быть в следующем году. С начала следующего года мы планируем организовать первую встречу. Пагадненне аб супрацоўніцтве ў галіне прамысловасці, турызму і адукацыі падпісалі з брэсцкім бокам і прадстаўнікі Балгарыі. Зараз разглядаецца пытанне аб стварэнні ў наступным годзе сумеснага беларуска-балгарскага прадпрыемства па вырошчванні дэкаратыўных дрэў. Активно сотрудничаем. Мы для себя остались впечатлениями и сделали вывод, что необходимо активизировать региональное сотрудничество и через него сотрудничество между экономическими субъектами Брестской области и регионов Болгарии. У центру уваги грузинских гостей – накірунки развития туризму. Мы приехали, посмотрели ваш город, очень нам понравилось. Так что, я думаю, это не первый раз. И еще наших друзей, товарищей посоветуем. И я думаю, что еще не один раз не приедем к вам. Мы хотели бы познакомиться с Белоруссией, больше с туристической деятельностью Беларуси, наладить какие-то совместные контакты и дальнейшее развитие общения с Грузией и Белоруссией. Агульная сума ўсіх пагадненняў склала звыш $3 мільёнаў. Мяркуецца, што па выніках наведвання дэлегацыямі прадпрыемстваў і арганізацый горада гэта лічба можа павялічыцца. Таксама для ўдзельнікаў арганізаваны перамовы ў фармаце B2B. Евгения Мороз, Сергей Матвейчук, телерадиокомпания «Брест».